Первую субботу июня на поле стадиона «Урожай» деревни Асхва Канашского района прошел праздник труда и спорта Акатуй-2021. Торжественная часть районного праздника началась с приветственных слов заместителя председателя Кабинета министров Чувашии, министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова. Уважаемые жители Канашского района, уважаемые руководство, уважаемые гости, уважаемые наши ветераны, в первую очередь разрешите от имени главы Чувашской республики, от себя лично поблагодарить всех за огромный труд, всех, кто хотя бы в этом году прикоснулся к земле. Традиционно мы весной справляем праздники Агадой, и я хочу выразить слова благодарности руководству за возможность очутиться здесь, в этой атмосфере. И поверьте мне, здесь проводится один из самых лучших праздников Агадуев, свадеб, сахи и земли в Чувашской республике. Спасибо вам большое. Докладываю, на сегодняшний день весенние полевые работы в республике закончены. Осталось посадить немного картофеля и масличных культур. К 10 июня полностью все работы будут выполнены. Останется нам с вами провести химпрополку, химзащиту. И я надеюсь, мы побьем прошлогодний рекорд и соберем больше 1 миллиона тонн зерна, как в далекие 90-е годы. Еще раз огромное всем спасибо. За эти 4 года Канашский район сильно изменился. 5 лет назад, я помню, было 12,5 тысяч гектар необрабатываемых земель. Сегодня земли не хватает. Конечно, на этом расслабляться не стоит. Сегодня надо задуматься о строительстве животноводческих крупных комплексов, о строительстве перерабатывающих предприятий. И, конечно, вместе мы с вами это сделаем. Очень сильно поменялся в последние годы облик села. Да, было время, был пробел, когда не выделялись деньги, и мы не могли в деревне строить разные социальные инфраструктурные объекты. Только в этом году, я не люблю называть цифры, для развития села будет выделено инфраструктурных объектов 4,9 миллиарда рублей, в прошлом году было 4,6. 5 лет назад не было вообще денег, не было никаких программ. Поэтому сегодня делается все и государством. Конечно, без вас это не получилось бы. Огромное спасибо главам поселений за огромное количество предоставляемых проектов. Канашский район один из самых активных участников всех программ комплексного развития сельских территорий. Очень часто мне говорят, неправильно в сельское хозяйство вкладывать такие большие деньги и в развитие села вкладывать такие большие деньги. Я с этими людьми полностью соглашусь. Сегодня надо вкладывать в 2 раза больше, в 3 раза больше в развитие села. Вот тогда нам удастся и молодежь сохранить на селе, и условия лучше, чем в городе создать. Я уверен, вместе у нас с вами все это получится. Еще раз благодарен всем. С праздником, уважаемые друзья! Уяв я тебе! Слова благодарности ко всем участникам и организаторам праздника выразил глава администрации Канашского района Владимир Степанов. Поздравляю вас с нашим народным праздником Агадуй. В 2021 году праздник проходит в рамках Года науки и технологии и года, посвященной трудовому подвигу строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Праздник свадьбы плуга землей мы встречаем с неплохими показателями по отрасли сельского хозяйства. По предварительным данным, вся посевная площадь в сельхозорганизациях и КФК в текущем году составила 34 850 гектаров, что на 895 гектаров больше, чем в 2020 году. Под урожай 2021 года посеяно земель на площади 7890 гектаров, то есть на 1414 гектаров больше, чем в прошлом году. Сев яровых и зернобобовых культур выполнен на 100,6%. Технические культуры посеяны на площади 5100 гектаров, что составляет 104% от плана. Хочется отметить успешное хозяйство, которое с года в год радует своими результатами, и сегодня мы их будем чествовать. Это ООО «Канашагро», директор Казаев Казбек Валерьевич, ООО «Агат», директор Ильин Николай Калистратович, КФК Протасова Ивана Владимировича, СХПК имени Кирова, председатель Владимиров Герман Георгиевич и другие. Наиболее успешный инвестиционный проект, реализованный в текущем году, это запуск линии по переработке меда и пчелопродукции
а также по розливу кваса, лимоната, сбитня. Это сельскохозяйственно-потребительного перерабатывающего кооператива «Мелилотус». Руководитель Николаев Николай Германович. Общая стоимость проекта составляет более 90 миллионов рублей. Хочу отметить, что хозяйствами района немало внимания уделяется техническому обновлению. Все вы видели нашу выставку импровизированную на входе. Только за период 2021 года уже закуплено 55 единиц техники на сумму более чем 109 миллионов рублей. Выражаю искреннюю благодарность главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву, правительству Чувашии и депутатскому корпусу за поддержку и помощь в реализации национальных проектов. Благодаря участию в национальных проектах сегодня Канашский район демонстрирует успешную динамику развития. Во всех сферах строятся ФАПы и сельские дома культуры, ремонтируются школы, детские сады, дороги. Есть твердая уверенность, что в рамках комплексной программы социально-экономического развития Канашского района совместными усилиями будут реализованы все запланированные проекты. Издревле наши предки в этот день собирались для того, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и спеть любимые песни. Почти каждый дом жертвовал на году какую-нибудь вещь. Это куски ткани, платки, рубашки, полотенца, продукты. В наше время традиция помощи в проведении мероприятия продолжается. Хочется выразить благодарность спонсорам: Николаеву Михаилу Сергеевичу, директору ООО «Спектр», Иванову Виталию Валерьевичу, директору БТИ Канашского района, Гордиенко Андрею Валерьевичу, директору ООО «Спецвагон-Деталь», а также Макарову Александру Вячеславовичу, директору ООО «Транспортник», и Владимирову Артему Анатольевичу, заместителю директора ООО «Экра», а также многим другим за оказанную помощь в подготовке и проведении сегодняшнего праздника. Без вас бы он не был таким красочным. Сегодня всех нас ждет ярко насыщенная развлекательная программа. На сцене красочные концертные номера. Перед вами выступит один из уникальных и сильнейших людей России. На спортивных площадках лучшие спортсмены. На ипподроме самые быстрые лошади республики. Феерическое выступление парашютистов и очень многое другое. Желаю всем вам праздничного настроения, оптимизма и благодарю всех за участие. А Годуй 2021 в Канашском районе объявляется открытым. Затем слово взяли депутаты. С поздравлениями к гостям праздника, ветеранам и жителям района обратился депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Николай Малов. Сегодня мы отдаем дань уважения и почета нашим ветеранам. И, конечно, все мы сегодня переполнены надеждой и верой в хорошую погоду и урожай. Дорогие друзья, к сожалению, сегодня мы переживаем не лучшие времена в нашей экономике, связанной с пандемией коронавируса. Сегодня мы сталкиваемся с геополитическими вызовами и санкциями против нашей страны. Но сегодня мы гордимся нашими вооруженными силами и нашим главнокомандующим, президентом Российской Федерации. Боеготовность и боеспособность наших вооруженных сил дает нам возможность вести независимую политику нашего государства. Дорогие друзья, но сегодня мы гордимся также нашим агропромышленным комплексом, нашими тружениками села. Их труд, профессионализм, самоотдача, любовь к родной земле несет также независимость продовольственную нашего государства. И сегодня, находясь на этой сцене, я говорю большое искреннее спасибо и низкий поклон вам за ваш труд. Хвала рукам, что пахнут хлебом. Затем депутат Государственного совета Чувашской Республики Виталий Иванов. Год от года мы чтя традиции чувашского народа, празднуем этот праздник, великий праздник завершения весенне-полевых работ. И большой убежденностью, зная каждый квадратный метр полей Канашского района, потому что сам непосредственно работаю в землеустройстве Канашского района, вижу, что на сегодняшний день пустующих полей практически нету. Есть небольшие участки необработанных, но пустующих нету. Это
внушает уверенность в том, что развитие сельского хозяйства, развитие села на сегодняшний день поставлено основой приоритета для развития Канашского района. Мы вместе будем развиваться, будем творить для нашего будущего, для нашего молодого поколения. Я считаю, будущее в Канашском районе самое светлое, самое яркое. Я хочу выразить глубокое уважение, выразить огромную благодарность всем тем, кто каждый день вкладывается в землю канашскую, вкладывается в будущее Канашского района, чтит традиции и, конечно же, приносит великую радость всем нам и будущему Канашского района. Спасибо вам за великий труд. Спасибо, Канашский район. Мы верим в будущее Канашского района. Я уверен, что оно будет самым лучшим. Состоялось награждение почетными грамотами и благодарственными письмами лучших работников агропромышленного комплекса, работников администрации Канашского района. На Акату испекли гигантский пряник. Весил он 200 килограммов, длиной был 6 метров и шириной больше 2 метров. Его специально к празднику изготовили кондитеры ООО «Кооператор». Медовую ковришку кондитеры украсили сахарной глазурью. Нанесли изображение карты района, 24 герба сельских поселений и сделали надпись «Канаш-Ень». Глава администрации и заместитель председателя кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов дополнили сладкий гигантский пазл недостающей деталью – изображением герба республики. На стадионе работали творческие площадки, аттракционы для детей. Была развернута фотовыставка. Выступили лучшие творческие коллективы района и Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. Увеличили площади, посевную завершили с хорошими результатами. Делится глава фермерского хозяйства Вурнарского района Вера Дмитриева. Просто всем хочу сказать за вот такой наш хороший труд. И коллектив у нас, видите, какой уже большой. Один в поле не воин, это не зря говорят. Все зависит от нас. Молодцы. Спасибо большое. Вера Борисовна развивает фермерское хозяйство вот уже 9 лет. За это время гектары стали исчисляться тысячами. Объезд полей после весенней посевной совершил инвестор Владимир Тимофеев. В первую очередь обработка земли. Второе, как провели посевную прямым посевом и по старой технологии. Точно так же обошли поля озимых, яровых культур, ячменя. И в конце мы вернулись на базу, где подготавливали технику к весенне-полевым работам. С какой стати я здесь оказался? Мне бы хотелось вернуться на 9 лет тому назад. Почему? Потому что в 2011 году впервые мне, как физическому лицу, районная администрация предоставила 24 гектара земли в аренду. И с того момента потихонечку я начал вкладывать в те средства, когда я работал на 2 местах. И работаю, кстати, и сейчас в Канашской студии телевидения и компании «Телеком Плюс». Свободные деньги в то время инвестировал в сельское хозяйство. Для обработки той площади мне нужна была техника. И вот я стою сейчас около той техники, которую я впервые купил в 2012 году. Вот это ТТ-75 и навесное оборудование к нему. И с того времени прошло уже 9 лет. Вот мы сегодня объехали, уже поля-то большие. В данной ситуации я уже не работаю, но я являюсь как инвестор. Мне очень было приятно посмотреть на те участки, которые они обработали, посеяли. И когда много говорят о инвестициях, мне всегда думается, получают ли удовольствие те инвесторы от своего вложения финансовых средств и какие блага получают
общества от тех инвестиций, которые тот или иной инвестор вносит свои собственные средства на развитие общества. Вот с этой точки зрения, если подойти, я ни грамма не жалею то, что вложил. Просто душа радуется. Хочется жить, работать, двигаться и своим присутствием вдохновлять тот коллектив, в котором работают работники. Почему я оказался здесь? Значит, все-таки же в то время городской житель переехал в сельское поселение, и глава сельского поселения в то время предложил мне оказать помощь сельскому поселению, так как заброшены были участки, заросшие поля сорняками и самосевом. Ну и вот много пришлось тогда обрабатывать, поднимать вот эти поля, а сейчас очень приятно даже посмотреть на данные поля. Владимир Александрович с улыбкой смотрит на первую технику, которая дала старт. Сегодня в хозяйстве Веры Дмитриевой самая современная сельхозтехника. Сеялки, сушилки, опрыскиватели, тракторы, комбайны. Ежегодно строятся все новые и новые ангары. Вот мы находимся в помещении, где Дмитриева Вера Борисовна по программе построила данный склад, данное сооружение, получив грант 1 100 000. И вот в данном складе она потихонечку содержит и технику, и, значит, сортирует, и зерно хранит, и потихонечку отсюда все идет и реализация продукции. В общем, данный склад работает в полную силу благодаря государственной поддержке программы начинающим фермерам. Зерно отправляется уже за пределы Российской Федерации. Владимир Тимофеев провел экскурсию для нашей съемочной группы. Показал, чего удалось добиться за время развития хозяйства. Глядя на те достижения, которые за эти годы в хозяйстве Веры Борисовны достигнуты, я думал и думаю, что передал в аренду верные руки, и движение идет вперед. Надеюсь на будущее, будущие успехи, достижения высокой урожайности в данном хозяйстве. Всем желаю здоровья, благополучия им и их семьям. Олеся Григорьева, Владислав Васильев, Вурнарский район.